Здравствуйте, я Мурзабек Всемин. Я учусь во 2 классе. Я учусь в школе Фаиза Джапаровича Нишанова. Сейчас я расскажу вам сказку про Рики. Его автор Гвидо ван Генихтен. Бывают кролики пухленькие, сладкие, глупенькие, грязные, умные и так далее. У других кроликов ушки бывают длинными, но у Рики тоже. Но у Рики какие-то проблемы есть. У других крольчат ушки прямо вверх, но у Рики ушки не такие, у него другие. У нее левое ушко свисает. Его все крольчата дразнили лопух, лопух и другими словами. Когда Рики свисала вверх головой, его ушки были прямыми, но он не мог же всю жизнь висеть вниз головой. И он думал, как свои ушки сделать прямыми. Думал и подумал. Он надел колпак бабушки, чайника, но все равно другие крольчата его дразнили и смеялись. Он под колпаком ничего не слышал, но все равно чувствовал обиду. Он даже попробовал морковку ставить под середину уха, и все смеялись. Но один кролик сказал: можно мне съесть у тебя в ухе морковку? Даже палку попробовал, все смеялись и смеялись. И забинтовал, и даже папин удочку попробовал. Все смеялись, даже воздушный шарик попробовал. Они от смеха покатились, смешнее ничего не видели. Он в середине леса, в кучу деревьев, говорит: лучше бы ушел от этих злых крольчат. Надо как-то избавиться от этого уха. Пришел к доктору и говорит: мне надо, вы можете проверить мое ухо? Он говорит: да. Проверил, записывал и говорит доктор: с твоими ухами все в порядке, просто тебе надо восстановить сил. Вот, покушай сладкую морковку по дороге. Он по дороге домой даже почувствовал: у нашей семьи все ушки разные. У бабушки сладкие, а у мамы мягкие, а у папы сильные, а у дедушки умные. А у меня 2 раза. Один свисает, один прямой. Сам на себе подумал и смеется. Тут самый большой кролик встал и говорит: знаешь, Рики, даже нам без тебя было как-то скучно. У тебя ведь есть какие-то трюки для нас? Да? Ну да, у меня есть какие-то трюки. Завтра приходите в холму, прихватите 2 вкусных морковок и кусок веревки. Они пришли, и он показывает трюк. Все берите по морковку и ставите в ухо в середину. Я вам сейчас покажу, как сделать ухо, который свисает, прямой.
берите морковку и ставите в ухи. Мне понравилась эта сказка, потому что его самый главный герой – это Рики. В нем было интересно, потому что его сначала дразнили разные кролики, но он в конце победил свой страх, и они все жили долго и счастливо. Это рисунок главного героя Рики. Мне понравилось. До свидания.